На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Как сообщил начальник управления по связям со СМИ администрации президента Абхазии Элхас Чулокуа, Аслан Бжаня проведет встречи в администрации президента и правительстве России, на которых будут обсуждаться вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Владимиром Путиным 12 ноября в Сочи. Проект закона о республиканском бюджете на 2021 год принят в первом чтении. Кроме того, постановлением Народного собрания в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на прибыль внесены изменения. Если раньше налог на прибыль организации делился 50 на 50, то теперь он в полном объеме будет зачисляться в местные бюджеты. Другие подробности заседания сессии в репортаже Гугуцы Вардания. В начале очередного заседания сессии парламента в связи с отсутствием депутатов, представлявших законопроекты, с повестки дня были сняты два вопроса о внесении изменений в закон о статусе военнослужащих и проект закона об оружии. Утвердив повестку дня, народные избранники перешли к остальным вопросам. Первым парламентарии рассмотрели законопроект о республиканском бюджете на 2021 год. В его основу легли оценочные экономические показатели на сегодняшний день. Как отметил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, пандемия не могла не отразиться на цифрах. С учетом уровня собираемости в нашей стране налоговых и неналоговых доходов, показатели бюджета по доходам государственного, я имею в виду, составляют 10,6 миллиарда рублей. Соответственно, формируя такие показатели в доходах бюджета, мы опирались и на основные направления и приоритетность расходов. По-прежнему приоритетными расходами бюджета на предстоящий год будут защищенные статьи бюджета. Характерной особенностью расходной части и ее структуры на 2021 год является разграничение межбюджетных трансфертов по их видам. Прежде всего, это сделано для прозрачности госбюджета. Теперь межбюджетные трансферты будут разделены на два типа. Это дотации, которые будут направляться на сбалансированность бюджетной системы в целом, ну и на сбалансированность местных бюджетов, на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов. И субсидии, они будут адресные. Субсидии под собой подразумевают будет прямое предоставление таких форм на финансирование расходов на заработную плату. Проект бюджета на 2021 год предусматривает продолжение, начатое с 2015 года, по повышению уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. К таким работникам относятся работники социальной сферы. Кроме того, с учетом принятого решения парламентом Народного собрания о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о материально-техническом обеспечении органов внутренних дел предусматривается также бюджетное ассигнование на 2021 год, которые позволят увеличить и заработную плату отдельным работникам органов внутренних дел и, естественно, техническое содержание. В расходной части республиканского бюджета предусмотрены общие межбюджетные трансферты, направленные в местные бюджеты в объеме 1,2 миллиардов рублей, что выше показателей текущего года. Обусловлено это изменением фонда оплаты труда на сегодняшний год. Индексация произойдет в первом квартале 2021 года, что позволит повысить заработную плату. Отдельными направлениями расходов бюджета рассматриваются и программные мероприятия. Это мероприятия по развитию агропромышленного комплекса, в частности, развитие сельского хозяйства. Там бюджетное ассигнование предусматривается на уровне 100 миллионов рублей. В системе здравоохранения среди всех сохранившихся программ в области здравоохранения предлагается новая программа в объеме 40 миллионов рублей по защите населения от коронавирусной инфекции. Полностью сохранят свое финансовое обеспечение с учетом потребностей, несомненно, и программы по улучшению жилищных условий
молодых семей и граждан Республики Абхазия, а также приобретение, адресное приобретение жилья. Предусматривается также в целях поддержки субъектов предпринимательства 50 миллионов рублей на предоставление в различных формах поддержки. Общий объем государственного бюджета по доходам составляет более 10 миллиардов 589 миллионов рублей. По расходам более 10 миллиардов 713 миллионов рублей. Бюджетный дефицит составляет 123 миллиона. В статье 2 это параметры республиканского бюджета. Доходы определены в сумме 8 миллиардов 502 миллиона, что на 588 миллионов больше, чем в предыдущем году. И расходы определены 8 миллиардов 625 миллионов, что на 434 миллиона меньше. И дефицит также составит 123 миллиона. Увеличение в основном, от чего увеличение, да, параметров республиканского бюджета, эта сумма составит 755 миллионов, и при этом собственные доходы уменьшатся. Ну, Владимир Валерьевич как раз-таки сделал упор это по причине ковида, по причине пандемии. По разделу на проведение ремонтно-строительных работ запланировано 100 миллионов рублей. Но, как подчеркнула Наталья Смыр, потребность составит около 600 миллионов рублей. Есть задолженность перед строителями. Если вы помните, в предыдущие годы мы очень часто и много говорили о долгах, которые необходимо выплатить строителям. В этом году сумма предусмотрена еще меньше. Всегда планировалось 200 миллионов, сейчас 100 миллионов. Это мы строителям выплачиваем долги? Нет, не выплачиваем, просто 100 миллионов сумма заложена, а там уже, да, как получится. На развитие малого и среднего предпринимательства отведено 50 миллионов рублей. А этого, по мнению Натальи Смыр, недостаточно. В первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2021 год был принят единогласно. Далее депутаты рассмотрели бюджет пенсионного фонда на 2021 год. Планируемые расходы на 2021 год составят 1 миллиард 220 миллионов 432 тысячи рублей. Основная часть расходов направлена на выдачу пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 962 миллиона 547 тысяч. Общая прогнозируемая сумма расходов на выплату пенсии в 2021 году по сравнению с предыдущим годом будет больше на 29 миллионов 876 тысяч 400 рублей. На финансирование выплаты ежемесячных доплат пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющимися получателями иностранного государства, предусмотрено 238 миллионов 968 тысяч рублей. Вот. На доплату в общее количество в настоящее время свыше 8 тысяч человек у нас являются получателями доплат. Данный законопроект был принят в первом и втором окончательном чтении. Депутаты также обсудили законопроекты о бюджетах Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, фондов социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования и репатриации. Также рассмотрен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на прибыль организации Республики Абхазия. Все эти законопроекты были приняты в первом и втором окончательном чтении. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Руководитель Робчерноморэнерго Михаил Логуа провел совещание с Советом директоров предприятия. В ходе встречи обсуждались основные проблемы, которые испытывает энергетическая отрасль страны, а также возможные пути их решения. Открывая совещание, генеральный директор Робчерноморэнерго Михаил Логуа отметил непростую ситуацию, в которой оказалась энергетическая система страны. В республике наблюдается острая нехватка электричества, связанная с состоянием Ингургэс, изношенностью системы энергоснабжения и майнинговой деятельностью. Люди не совсем понимают, мы восстановили в аварийном режиме ПС-1, и при этом проблемы со светом подачи электроэнергии в городе сохраняются. Это действительно железное терпение наших людей. Это действительно совершенно справедливые эмоции. 3 дня сидеть без света
это все понятно, но сегодня давайте мы будем говорить о том, в каком мы находимся состоянии, какое у нас положение, зима впереди. Дай бог, чтобы таких аварий подобных, да и других не повторилось, но вы сами знаете по практике своей работы, что это маловероятно. Аварии будут. Нам надо будет их устранять. Весь этот комплекс проблем и то, что на этих двух подстанциях, на подстанции и по комплексному плану нам поручено привлечь практически весь наш эксплуатационный состав. В этой связи, Даур Ясонович, прошу вас подумать о том, как мы сможем продолжать работу. Это очень сложно, возможности предприятия ограничены, и не только материальные. Режим работы, повторюсь, на пределе. Поэтому вот эти все вопросы мы должны решить, обсудить сегодня и понимать, куда мы движемся. В данное время практически круглосуточно проводятся работы по восстановлению подстанции Сухум-1, пострадавшей во время недавнего пожара. В ремонтных работах задействованы все ответственные службы. Сегодня начинаем заводить туда те ячейки, которые у нас есть в наличии, и будем устанавливать эти дни. Но опять проблема того, что там отсутствуют шинопроводы его собственные, создает большие проблемы, очень большие проблемы. Если на первом этапе это решили, во втором этапе это еще сложнее будет решать. Может быть, придется подождать завоза второго этапа, второй это части, где они, в общем-то, упакованы и лежат. Ячейки, которые федерал включены, далеко недостаточно, чтобы обеспечить город полноценным этим самым. СУЭС вместе с нами пытается как-то там частично давать какой-то график. Люди страдают, все понятно, но быстрее ничего не получится. Это в лучшем случае конец недели, начало той недели, вот так вот, чуть-чуть, наверное, что-то успеем сделать. Мощность подстанции Сухум-1 до пожара составляла 50 мегаватт, на сегодняшний день 25 мегаватт, в связи с чем в столице введены временные отключения электричества. И для того, чтобы не потерять ту мощность, которой сегодня мы располагаем, мы вынуждены ограничивать потребление и вводить временный скользящий график. Значит, пока есть возможность и нагрузка держит, мы стараемся не отключать людей. Как только нагрузка начинает переходить за норму, то есть выше нормы, мы уже вынуждены обестачивать поочередно федерат, ходящий от этой подстанции. Знаю, что очень много неудобств было создано для населения, и работа была служб Черноморэнерго и СУЭС авральная. Но, тем не менее, на сегодняшний день ситуация более или менее стабилизировалась. Как только мощности на Сухуме-1 будут восстановлены и придут на свое изначальное значение, то уже электроснабжение будет стабилизировано по всему городу. Пока я прошу население с пониманием отнестись к той ситуации, которая сложилась, и проявить терпение. Еще одной темой встречи стала майнинговая деятельность на территории республики. Как известно, постановлением Кабинета министров запрещена деятельность криптоферм до 1 июня 2021 года. На недавнем совещании в Министерстве экономики с представителями Черноморэнерго, МВД и СГБ Абхазии было отмечено, что все майнинговые фермы в стране должны быть отключены, независимо от того, кому они принадлежат. Сухум и Сухумский район. Было принято решение всех подряд отключать от питания. Не просто пломбировать. Я вот сейчас хотел бы... Да, не просто пломбировать, а вырезать. Да. Даур Ясонович, значит, в связи с тем, что у нас круглосуточный режим работы, также вчера вы присутствовали на этом совещании, было согласовано, что спасибо за неоценимую поддержку в этой работе. Это общее дело, тут, наверное, и спасибо говорить не надо. Рабочей комиссии, участвующим в ее работе правоохранительным органам. Прошу вас обеспечить, в основном сейчас нагрузка в этом плане ляжет на них, так как наши все силы задействованы в других местах основные. Но совместно, конечно, с энергосбытом. Постоянно в режиме стоит наблюдать за нагрузками на федерах, информировать Даура Ясоновича, тот, соответственно, рабочую комиссию. Мы не можем там четко сказать, в каком это конкретном месте, до метра, но мы можем примерно
локацию им дать. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы нехватки финансов и дефицита технического оборудования. Порядка 60 миллионов нам надо для того, чтобы просто иметь аварийный запас материалов. Я попросил посчитать, сколько надо. В коем случае мы не мечтаем о приобретении новой техники. Для того, чтобы к зиме подготовить ту технику, оборудование, которое мы имеем, по самым минимальным подсчетам, это сумма от 12 до 15 миллионов рублей. Добавляем, получается 72-75 миллионов рублей. По словам начальника диспетчерской службы Черноморэнерго Гурама Джаджая, в этом году потребление электроэнергии по Абхазии увеличилось на 20%. В связи с возросшими нагрузками, мы ввели ограничения. Сперва было трехразовое, потом перешли двухразовое. Сейчас перешли на разовые ограничения. Это по высоким сетям, по воздушным линиям. Но наблюдается в последнее время что дневные нагрузки стали приравниваться к ночным нагрузкам. Если мы ночью освободили людей от ограничений, то я думаю, что если так будет дело продолжаться, придется вводить ограничения и ночью. Потому что линии перегружаются и в ночное время тоже. Кроме того, в Джварском водохранилище Ингургэс наблюдается низкий уровень воды, близкий к критическому. Уровень на сегодняшнее утро составлял 443 метра над уровнем моря. Что это означает? Это означает, что при потреблении нашим около 10 миллионов киловатт-часов в сутки этот уровень будет исчерпан полностью 25-27 декабря. То есть Ингургэс может остановиться к 25-27 числу без перетока. Перетока, к сожалению, нету. Хотя Министерство энергетики Российской Федерации отправило сюда своих сотрудников, мы прорабатывали, 3-4 дня ездили на Джварское водохранилище, зафиксировали уровень воды, зафиксировали падение каждый день уровня воды, что она минимум 1,5 метра, а то и до 1,8 доходит каждый день. Данные все отправлены, находятся в Министерстве энергетики России, перетока пока нету. К чему это нас приведет? Это приведет к тому, что если переток начнем мы после того, как уровень на реке, на Джварском водохранилище упадет до 420 метров, нам придется переток брать по всем 3 воздушным линиям. 500 киловольт, 220 киловольт и 110 киловольт. Это придется брать полное потребление, то есть гасить полное потребление Абхазии. В ходе совещания Михаил Логуа сообщил, что сотрудник Черноморэнерго, пострадавший во время ликвидации последствий пожара, после оказанной медицинской помощи чувствует себя лучше, и его жизни ничто не угрожает. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Начала работу справочная служба РУП Черноморэнерго. Теперь любой гражданин может обратиться по указанным телефонам с вопросами, касающимися работы энергосистемы страны. Телефоны для справок 730-02-20, 930-02-20. Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают выявлять незаконно функционирующие объекты по добыче криптовалют. 8 декабря профилактические рейдовые мероприятия были проведены в Гудаутском, Сухумском, Гулрыбском и Ачамчирском районах. От сети были отключены 3 майнинговые фермы. В рейде правоохранителей сопровождала и наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш. Разыскные мероприятия по выявлению незаконно действующих на территории Абхазии криптоферм начались с Гудаутского района. Сотрудники МВД направились в село Лыхны. Силовики получили информацию о том, что на территории фабрики есть майнинговая ферма. На месте их встретили охранники. По словам охранников чайной фабрики, ранее здесь была криптоферма, но владелец, имя которого они не назвали, ее убрал. Из Лыхны сотрудники Министерства внутренних дел выехали в село Нижняя Ишера. По информации от Черноморэнерго, на территории сельхозобъекта функционирует майнинговая ферма. Уже на месте специалисты обнаружили, что высоковольтная линия, ведущая к трансформатору, была отключена. Через окна объекта виднелись стеллажи с майнинговыми аппаратами. Однако никаких звуков, свидетельствующих об их подключении, не было слышно. Двери здания были закрыты, стучать пришлось долго, но их не открывали. Спустя минут 20 двери объекта открыл охранник и впустил всех вовнутрь. На этой ферме было обнаружено 222 единицы майнинговых аппаратов. Сотрудники МВД составили протокол на владельца, затем опечатали и опломбировали криптоферму.
Далее рейдовые мероприятия продолжились в Булырыбском районе. В селе Мархеул в лесу была обнаружена майнинговая ферма с 320 аппаратами по добыче криптовалют. Специально для фермы здесь был установлен новый трансформатор мощностью 400 киловатт. На месте была охрана и обслуживающий персонал. Они не препятствовали работе силовиков, сами отключили рубильники. По подсчетам специалистов, данная ферма в месяц зарабатывает примерно около 2 миллионов рублей. Ежедневно потребляет до 14 тысяч киловатт-часов. В месяц такая криптоферма должна платить 300-350 тысяч рублей за потребляемое электричество. Сотрудники МВД отключили подачу электричества и опломбировали ферму. Опечатать и снять пломбу – это совершенно легко, как вам известно. Но в дальнейшем, если же они будут пренебрегать теми действиями, которые мы приняли в отношении них, нам уже будет необходимо проводить более углубленные проверки, то есть проверять, каким путем они попали, вообще оборудование попало на территорию Республики Абхазия. То есть они обязательно должны быть задекларированы на таможне. Если этого нет, то есть они не могут объяснить их нахождение на территории Республики Абхазия, а это уже, как вам известно, контрабанда. Это все будет выясняться, и может, многие думают, что мы просто закрыли и все, на этом дело закончено, но нет, проводятся встречные проверки. В дальнейшем это все даст о себе знать. Я думаю, мы сможем это все уже опубликовать. Люди будут знать, кто на каких правах здесь работал, и не только здесь, вообще по территории Республики Абхазия. В селе Мархеул была найдена еще одна ферма с 17 аппаратами криптовалют. Попасть вовнутрь не удалось, так как дверь была закрыта на замок. Специалисты МВД отключили рубильник питания и опечатали его. Далее мероприятия по выявлению незаконных криптоферм продолжились в Ачимчире. Еще не доходя до места предполагаемого расположения майнинговой фермы, отчетливо был слышен гул, исходящий от аппаратов. Спустя буквально минуту все стихло. Нас встретил мужчина, который утверждал, что здесь располагается электростанция. А что за станция? Ток дает туда это. Вы охраняете? Нет. А что вы здесь делаете? Природа решила. Я здесь рыбачу. На территории бывшего автопарка в Ачимчире найдена еще одна майнинговая ферма. Вход в этот объект закрыт. Однако вот если тронуть эти вентиляторы, очевидно, что они еще теплые. Это говорит о том, что совсем недавно эта ферма работала. Охранник отрицал, что здесь майнинговая ферма, и не хотел впускать сотрудников МВД. Но после недолгих переговоров дверь все же открыли. Здесь было обнаружено 152 аппарата по добыче криптовалют. Но что самое главное, ферма была подключена не к отдельному трансформатору, а именно к тому, что питает электроэнергией близлежащие дома. В момент, когда мы уже подъезжали, видать, сотрудники охраны данной фермы нас заметили и поспешно выключили эту ферму от электросети. Но у аппаратов, в данных аппаратов есть такое свойство, они греются, когда подключены к сети, когда они работают. В общем, нами было обнаружено, что они еще теплые, то есть были отключены только что. Ферма в данный момент не работает, она обесточена полностью. И, скорее всего, как мы обнаружили, здесь данная ферма не подключена, как свойственно остальным, к собственному трансформатору. Тут похоже, что трансформатор один и тот же. То есть от этого трансформатора питается и данная ферма, и какая-то часть Чимчиры в целом, в общем. Потому что мы обнаружили, что сюда с высоковольтной линии попадают провода, и также дальше идут в населенный пункт. Вот. Что является грубейшим нарушением, это ни в какие рамки, можно сказать, не лезет, потому что элементарно человеческий фактор, не проявлять эгоизм, а понять просто население и не подключаться хотя бы к ихнему трансформатору, я думаю, каждый сообразит и каждый прекрасно понимает. Но в данный момент на данной ферме этого нет. Далее инспекция выехала в село Тамыш. Здесь вдоль центральной дороги на кукурузном поле была обнаружена криптоферма. Попасть вовнутрь сразу не удалось. Охранник сообщил, что должен приехать хозяин. Пока ждали владельца, стемнело. Спустя около часа приехал хозяин фермы. На этом объекте обнаружено около 120 аппаратов для майнинга. По словам владельца объекта, в связи со сложившейся ситуацией, ферма отключена еще с середины ноября. Сотрудники МВД опломбировали и обесточили майнинговую ферму. Рейды по выявлению майнингов будут продолжаться. Алика Трап, Тимур Гугохи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Ушел из жизни славный сын кабардинского народа, соратник Владислава Ардзинба, Багажноков Барасби Хачимович. Известный ученый, доктор исторических наук, кавалер ордена Ахизабша второй степени, большой друг Абхазии. Барасби Багажноков прибыл в нашу страну 15 августа 1992 года вместе с султаном Сосналиевым и первой группой кабардинских добровольцев. Президент Абхазии Аслан Бжаня выразил соболезнования семье Барасбия Багажнокова. Это невосполнимая потеря не только для его родных и близких, но и для всех адыгов и абхазов. Барасби Хачимович внес большой вклад в изучение истории, культуры и традиции адыгов, укрепление всесторонних связей между братскими абхазским и адыгскими народами. В Абхазии никогда не забудут выдающихся заслуг Барасби Багажнокова в деле защиты Абхазии в период Отечественной войны нашего народа. Он всегда будет для нас примером мужества, чести и самоотверженности, отмечается, в частности, в соболезновании главы государства. 9 декабря в России отмечают День Героя Отечества. На российской военной базе, дислоцированной в Абхазии, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику погибшему в 1993 году российскому миротворцу, гвардии старшему сержанту, герою России и Абхазии Виталию Вольфу, сообщает пресс-служба Южного военного округа. На церемонии возложения присутствовали командование российской военной базы, военнослужащие и члены их семей, представители Министерства обороны Абхазии, ветераны войны, общественники, юноармейцы и духовенство. В рамках празднования Дня Героя Отечества на территории российской военной базы прошли уроки мужества для детей. Виталий Вольф служил в составе миротворческих сил в Абхазии. Был командиром отделения связи в 3-м парашютно-десантном батальоне, который в августе 1992 года перебросили в зону грузино-абхазского конфликта с задачей обеспечить эвакуацию российских граждан и взять под охрану важные военные объекты. Одним из этих объектов была 24-я сейсмологическая лаборатория в селе Нижняя Шера. 27 марта 1993 года Вольф обеспечивал связь охранявшей лабораторию 7-й парашютно-десантной роты. Ночью по ней был открыт артиллерийский и минометный огонь. Взрывом повредило линию связи. Виталий бросился устранять неисправность. Он успел восстановить поврежденную связь, несмотря на то, что уже получил смертельное ранение в голову. Вскоре в воздухе появились вертолеты огневой поддержки, вызванные по восстановленной им связи. Ценой своей жизни Виталий Вольф спас жизни 120 десантников. В 2013 году в Нижнешерской средней школе Абхазии герою России Виталию Вольфу открыта мемориальная доска, а осенью 2017 года в Гудауте на территории российской военной базы был установлен и открыт памятник в его честь. Председателем квалификационной коллегии судей избран представитель президента Абхазии в квалификационной коллегии судей, министр юстиции Анри Барцыц, сообщается на сайте Верховного суда. Квалификационная коллегия состоит из 2 судей судов общей юрисдикции и 2 судей арбитражного суда, 2 депутатов парламента, представителей президента и Абхазского государственного университета. Срок полномочий нынешнего состава коллегии истекает 29 ноября 2022 года. Главную елку страны начали устанавливать на площади Свободы в Сухуме. Новогодняя красавица будет высотой 18 метров и украшена гирляндами и игрушками. Уже с 28 декабря на площади начнут функционировать досуговые площадки и открытый кинотеатр. Также с 28 декабря будут проводиться мини-концерты с участием эстрадных певцов. С 25 декабря на площади Свободы начнут устанавливать полюбившийся горожанам каток размером 20 на 20 метров. В этом году он будет из искусственного льда. На катке обязательно будет инструктор, коньки, как для детей, так и для взрослых. Тем, кто не умеет кататься, будет помогать пингвиненок. Все развлечения будут бесплатными и с соблюдением санитарных норм.
Главой администрации была создана комиссия по новогодним праздникам. То есть каждое управление получило свое задание, каждый занимается своим делом. Но есть одна сводная программа в течение вот этой новогодней недели. Управление культуры начинает свою программу с 25 числа. По микрорайонам. У нас 5 микрорайонов. Мы подготовили программу для детей. Это новый район, старый поселок, кинопрокат, турбаза и Синок. Там будут развлекать аниматоры с новогодней программой. Также будут участвовать наши дети, подведомственные управлению культуры. Это дети с первой школы искусств. И в новогоднюю ночь, конечно же, это уже традиция. Мы всех ждем, все встречают Новый год дома. И в час ночи мы всех ждем на площади Свободы в хорошем настроении, будем поздравлять друг друга. Были вопросы, проводить новогодние мероприятия или нет. Но вот, как сказал глава администрации Беслан Федорович Эшба, в принципе, мы только были за, потому что в любое время, даже во время войны, проводились и песни, поднимали дух бойцам нашим. Также из этого депрессивного состояния, которое вот следует за этой пандемией, надо поднять настроение нашим детям, их родителям, нашим гражданам. И мы постараемся это сделать. Оформление города у нас в этом году будет очень красивое, насколько это возможно. Беслан Федорович очень постарался. Вот даже вот в таком трудном положении вот он нашел средства, чтобы более украсить, более красивее сделать город. Это у нас будут инсталляции, несколько инсталляций вот по городу, где не было их раньше. Парк, где Фазилия Искандера, перед рестораном Эрцах будет вот этот пятачок, площадь Багапш, будет напротив администрации города парк. Значит, там будут установлены световые инсталляции. Также вот вокруг площади, тоже в парке, там тоже будет очень красивое оформление. И еще я хочу дополнительно сказать, что елка дополнительно будет установлена в районе маяка, Маякского поворота. И меры безопасности, чтобы где будет это установлено, все это уже проговаривается. В четверг, 10 декабря, с 0 до 19 часов часть Сухума останется без подачи питьевой воды. Об этом сообщает водоканал. Отключение воды связано с проведением ремонта пластиковой трубы на улице Имама Шамиля. Без воды останутся Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзала, улица Адыгейская, центральная часть города, Вием, рынок, Маяк. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 10-15 градусов. Температура морской воды плюс 14 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.